Студия АТВ представляет «Маленький конец света». Сирота. Я знаю, что ты тут. Выходи. Если поделишься с тем, что у тебя есть, можешь спокойно заниматься уроками. Обещаю. Сыночек, Мелек не видел? Где эта дура? Стоит сказать ей, сделай что-нибудь, сразу испаряется. На, получи же. Я нашел тебя. Хватит, наконец. Надоел ты мне уже. Надоел. Мама. Устала я от тебя. Мама. Надоел. Мама, помоги мне. Мама. Сыночек, с тобой что-нибудь стало? Ты неблагодарная. Не наглей. Сейчас отправишься у меня к собаке. Мама, я ничего не сделала. Это он первый начал. Честно. Прости, пожалуйста. Я больше не буду, пожалуйста. Обещаю. Заткнись, пожалуйста, заткнись. Что мне церемониться с тобой? Не хватало тобой еще заниматься. Выходи, пошла вон. Я не намерена с тобой возиться. Пошла вон. Мама, открой, пожалуйста, дверь. Не оставляй меня здесь. Мам, я изобью Мелек. Ты только разреши мне это сделать. Сынок, я хочу продать ее. Если с ней что-нибудь случится, то ее не купят. Понял? Мама, открой. Мама, не оставляй меня здесь. Хорошо. Она до сих пор сидит на цепи. В один прекрасный день сорвется и разорвет кого-нибудь. Вот будет тогда. Ты посмотри на нее. Избила девчонку и выставила за дверь. Бедняжка. Чандаш, я опять пришла к тебе. У вас на привязи не собака, а зверь. А что нам делать? Мы живем на окраине, в неспокойном районе. По-другому мы не можем себя защитить. Вот, пожалуйста. Возьми, сыночек. Мы долго не будем. Сколько вы хотите за девочку? Ну, если дадите столько, чтобы можно было съехать с этого сарая. То есть? Ну, где-то 300 тысяч лир. Немного ли? Наоборот, мало. Даже бесплатно. Вы платите за жизнь своей дочери. Ведь она может спасти ее, не так ли? Я вам не овцу, а живого человека продаю. Живого. При одном условии. О нашей с вами сделке никто не должен знать. Мы берем девочку как донора сердца для нашей дочери. И мы заплатим сколько нужно. Вот-вот. Меня тоже интересуют только деньги. Заплатите деньги за нее, а там делайте с ней что хотите. А могу я посмотреть на нее? Ее что-то нет до сих пор. Она школьница, еще не пришла с уроков.
Ладно тогда, мы пойдем. Спасибо вам за чай. Ну что, принесите мне деньги, а остальное меня не волнует. Лев. Я сделаю все, чтобы подарить тебе самую красивую жизнь. Все-все, мой сыночек. Погода холодная. Не замерзни. О, Аллах, ради всего святого, найди мне родителей. У меня никого нет. Только ты и Чанташ. Мне не хватает мамы с папой. Здесь очень холодно. Но ничего. Ведь ты везде. А значит, видишь и слышишь меня. Мне больше некому помочь. Мама, теперь я могу зайти в дом? Мне ведь еще в школу нужно собираться. Спасибо тебе, мам. Обещаю, что больше так не буду делать. Отлепись. О, теперь прям точь-в-точь похоже на Сокола. Ты посмотри на свой внешний вид. Иди. Теперь все мне испачкаешь. Ах ты. Ты освободила Чанташ. Надо найти его, пока он не напал на кого-нибудь. Ты лучше подумай о том, как посадить свой нафс на цепь, а не собаку, раб Аллаха. О чем ты говоришь? Я говорю о том, что тебе нужно обуздать свой нафс до того, как он растерзает тебя и твою вечность. Послушай меня сюда. Пусть пыль золы напомнит тебя о смерти. Не готовь для себя в вечности непосильную ношу. Здесь как в морозильнике, сынок. Сынок. Мамочка, теперь я могу зайти в дом? Мне еще ведь собираться в школу нужно. Наказание еще не закончилось. Пошла. Алло, Ферид? Вы едете уже? Жду, конечно. Нет, я не знала, что вы собираетесь сегодня приехать ко мне. Дочка, ты прощена. Оденься в парадную одежду. К нам гости. Спасибо тебе, мам. Обещаю, что больше такого не повторится. Отлепись. Теперь прям похоже на Сокола. Ты посмотри на свой внешний вид. Иди.
Теперь все мне испачкаешь. Пусть пыль золы напомнит тебе о смерти. Добрый день, Айдын. Добрый день. Мы принесли ваши деньги. Если девочка готова, мы хотим сразу ее забрать с Да-да, собой. она готова, поскольку деньги тоже уже готовы. Вот ваши деньги. Вы подождите тут, я за ней в дом, приведу ее сейчас. О, а вот и она. Родная, что случилось с твоим глазом? Что с ее глазом? Это в школе ей рассекли его. Вчера в таком виде пришла домой. Мы пойдем уже. Садись в машину. Не забывайте наш уговор, Айдын. После этого случая ни ты нас, ни мы вас не знаем. Если вздумаешь нас сдать, то будь уверена, первой за решетку сядете вы. Я уже забыла. Вы возьмите у нее, что хотели, а потом сделайте так, чтобы все забыли. Девочке что-нибудь известно? По-вашему, я дура сказать ей? Доченька, тебя сейчас купят, чтобы потом пустить на органы. Не волнуйтесь. Где лепешки? Уже несу. А где оливки? Скоро и они будут. Ох, если до этого хозяин придет и увидит. Давай быстрее. Как тут красиво. Добро пожаловать, хозяин. Спасибо. Добро пожаловать, хозяйка. Спасибо. Проходите. Милик, заходи. Добро пожаловать. А ну-ка, заходи-ка. Я сильно проголодался. Давайте, быстрее садитесь за стол. Малышка, ты можешь снять свою обувь. Тетенька сейчас тебе даст тапочки. Вот, а ну-ка одень эти красивые тапочки. Вот молодец. Проходи. Идем, присаживайся сюда. Дом абсолютно новый, 3-й этаж, квартира 3+1, то есть 4-комнатная. Установлена сигнализация. Предлагается также страховка на случай землетрясения. Хозяину нужны срочно деньги, поэтому продает так дешево. Цена 250 тысяч лир. Мой вам совет. Не упускайте такую возможность. Если вы согласны, оплатите сумму, и мы сразу же начнем оформление документов. Я согласна, беру. Твои волосы такие красивые. Спасибо. Ой, подружка, какой вкусный торт ты приготовила. Да ничего особенного. Просто добавляешь горячей воды вместо холодной в тесто, вот и все. Ох, ох, я тебя сейчас скушаю. О, Аллах, мне неизвестно, где мои папа и мама, поэтому я свое письмо пишу тебе. Я знаю, ты везде, поэтому оно в любом случае дойдет до тебя.
Помнишь, я просила тебя, чтобы ты, если не папу, то тогда отправил ангела из рая. Благодарю тебя сильно. Мне по душе то, что ты сделал мне. О, Аллах, ты помоги моей тете Нале. Она мне как мама. Пусть она никогда не знает печали. Пусть постоянно будет радостной. Я ей доверяю. Я люблю ее так же, как своих маму и папу. Раз вы нашли Мелек, может тогда начнем обследование ее здоровья, чтобы девочка могла вовремя пойти в школу? Да, можете начать. А все ли готово для операции? Есть место, где делать ее? Я нашел нигде не зарегистрированную клинику. В ней одну палату мы оснастили оборудованием под операционную. В ней мы спокойно сможем провести нашу операцию. Там надежнее всего. Я провел в ней несколько незаконных операций. Думаю, нам нужно не тянуть с этим делом. Вы правы. Но не только поэтому. Необходимо поскорее провести операцию, пока Нале сильно не привязалась к девочке. Не трогай, девочка. Ферид Бей, держите ее руки. Доченька, перестань, радость моя. Зачем ты так делаешь? Дочка, единственная моя, не трогай. Подожди. Перестань. Перестань. Подожди. Скоро пройдут твои страдания. Скоро мы с тобой сможем вместе играть на улице. Завтра нужно срочно провести операцию. Как скажете, Ферид Бей. Дочка моя, единственная. Я тоже жду свое кофе. Спасибо вам. Как дела твоя девочка? Что вам нужно? Наш уговор по телефону остался в силе. Мы с вами договаривались о 300 тысячах. Но у вас дома мы, видимо, не договорились до конца. На, возьмите. На этом все, понятно? Теперь оставьте нас в покое. Племянница, попрощалась бы со мной, ведь она скоро умрет, а мне так плохо на душе от этого. Дядя Ферид. Дядя Ферид, я так благодарна вам за все, что вы сделали для меня. Пусть пыль золы напомнит тебе о смерти. Что значит откажемся? Ферид, мы совершаем большую ошибку. Как можно пустить маленькую девочку на А органы? как ты можешь позволить нашей девочке погибнуть? Дитя, я не желаю смерти нашей дочки. Но это неправильно. Послушай, мы заберем у девочки сердце для нашей дочери. Я видела ее сердце. Оно настолько прекрасно, что не могу так поступить. Мы не можем поступить так с ней. Тетя, посмотрите, как я нарисовала. Послушай, ты хоть раз подумала о том, что мы не можем вместе с дочкой вместе выйти на улицу? Что мы не можем прогуляться с ней по парку? Мы наняли для нее учителей. Мы не можем отправить ее учиться в общую школу. Нет. Разве мы все это время не ждали сегодняшнего дня? Разве именно не для этого дня мы приложили столько усилий? Теперь
Когда наши мечты воплотились в реальность, ты предлагаешь отказаться от задуманного и смотреть, как наша дочка умирает? Дочь моя. Ферит, давай хотя бы подождем, пока сойдет рассечение ее глаза. Умрет. Я тоже об этом. Ты понимаешь? В любом случае, одну из них мы теряем. Но дело в том, что забирая у девочки сердце, мы ее убиваем. Мы становимся причиной ее смерти. Ты Мелек? Откуда ты знаешь, как меня зовут? Когда отец разговаривал с доктором. Что нарисовала? Вот. Смотри, а вот это я нарисовала. О, как красиво. Получается, мы нарисовали одинаковый рисунок? Поиграем в родных сестер? Я не могу. Почему? Потому что я скоро умру. Если умрет твоя сестра, то ты будешь плакать. А твоя девочка не умрет? Ты что тут делаешь? Мелек, послушай, Мелек, в эту комнату входить нельзя. Не заходи сюда больше без разрешения. Договорились? Прошу прощения. Тогда пошли, выходим. Ты немного останься наедине с нашей дочкой. Мама, ты же меня стесняешься, да, мама? Не так ли? Почему ты вообще не заходишь ко мне? Почему ты совсем со мной не играешь? Ты не любишь меня из-за того, что я скоро умру? Хаят, Хаят, ты куда? Нет, Хаят, стой. Не ходи так быстро, не беги. Стой, не делай этого. Стой. Хаят. Нет. Нет, моя радость. Хаят. 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 Нет. Хаят, открой же глаза. Давай, давай, пошевеливайся. Повнимательней, они только куплены. Да-да, можешь поставить в тот угол. Будьте осторожны с вещами. Сказала же, повнимательнее. И что ты будешь делать? Аллах знает.
Сестра, с ним ничего не случилось. Не царапинки. Ну давайте же, давайте, шевелитесь. Не языком работайте, а руками и ногами. Смотри, не урони ее. Вытирай аккуратнее. О, Аллах, дяденька доктор меня вылечит. Как дела твои, Милек? Здравствуйте, дяденька доктор. Хорошо. Рисую свой дом. Здесь очень невкусные сладости. У того, кто их печет, нет денег? Да, ты готова? Ты же не боишься? Готово. А чего мне бояться? Вы же будете лечить мой глаз? Да, мы усыпим тебя на короткое время, а когда ты проснешься, твой глаз будет как прежде. Ты вообще ничего не почувствуешь. Обещаю тебе. Доктор, все готово. Можем начинать. Отлично, я пойду. А вы подготовьте Милек. Слушаюсь. Дай я посмотрю, как твои дела. Я возьму это. Я Нале Озджан. Доктор знает меня. Он ждет меня. Одну минуту. Нале Азджан, знаете? Знаю, впустите. Слушаюсь. Знаете, птички мои, я по маме скучаю. Я по маме и по папе сильно тоскую. Стойте! Уберите от нее свои руки. Уйдите отсюда. Милек! Тетя Нале? Вставай, девочка моя. Вставай, доченька, вставай. Стойте, что вы А задумали? ну-ка, подержи это. Побежали. Стойте. Стойте, вам говорят. Стойте. Инструменты готовы? Да, доктор. Доктор, вас к телефону. Что значит убежали? Догоните их. Давай, девочка. Быстрее, Милек. Милек, побыстрее. Милек, слушай меня сюда внимательно. Я сейчас задержу мужчин, а ты в это время должна бежать без оглядки. Приготовься на счет 3. 1, 2, 3. Выходи, Милек. Милек, беги. Беги, родная. Стой, не беги. Милек, не думай обо мне. Беги изо всех сил. Не дергайся. Милек, быстрее. Стой. Мелек? Дядя Ферид? Все прошло, родная. Все прошло. Все позади. Не волнуйся. Договорились? Договорились. Пошли. Подожди, сынок. Смотри, что мама приготовила для тебя. Что для тебя купила мама. Тебе интересно, что она приготовила для тебя? Заходи быстрее. Что вам нужно? Говори, где деньги, У стерва. меня ничего нет. Мамочка, Что вы делаете? Оставьте его. Давай сюда деньги. мамочка. Гони деньги, тебе говорят, старуха. Иначе ему не сдобровать. Пошевеливайся. Вот, держите. Где остальные? Потратила. Давай сюда остальные. Быстрее. Но как я смогу их вернуть ни с того ни с сего? Отпустите меня. Сынок, дитя мое. Подними ее.
Приготовьте второго пациента для пересадки сердца. Отпустите меня! Не трогайте! Отпустите! Пошевеливайся. Заходи вовнутрь. Отпустите меня! Не трогайте! Отпустите, я вам говорю! Рот закрой и иди. Отпустите! Отпустите! Пошевеливайся. Отпустите! Пусть пыль золы напомнит тебе о смерти. Мне больно! Отпустите Женщина, меня! закрой рот. Нет, отпустите меня! Отпустите меня! Отпусти меня, тебе говорю! Отпустите! Из-за тебя мы потеряли подходящего донора. Ложите ее на каталку. Ради всего святого, прошу вас, отпустите! Ложись. Не трогайте меня! Не надо, пожалуйста, не надо! Прошу вас, отпустите меня! Отпустите! Отпустите! Отпустите меня, я вам говорю! Отпустите! 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 Вы выходите. Приготовьте ее для операции. Слушаюсь. Нет. Что со мной? Где это я? Ты сейчас в том месте, где поистине оказалась в прискорбном для себя положении, раб Аллаха. Ты в ответе не только за то, что загубила жизнь сироты, но и за то, что поступила несправедливо к самой себе, нарушив доверенный тебе при жизни личный аманат. Нет. Нет, нет, я этого не делала. Это была не я. Нет. Нет, нет, я этого не делала. Нет. Отпусти. 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 Это мое. Нет, ты отпусти. 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 Ты увидишь то же, что и я. Отпусти. Ты заслуживаешь большего наказания, чем я. Отпусти. Это мое. Ты виной всему. Отпусти. Отпусти. Нале. 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 Помоги Ты мне. отпусти. Нале. Тебе будет хуже, чем мне. Ты пойдешь со мной. Мелек! Мелек! Помоги мне, Мелек! Мелек! Мелек. Мелек! Мелек. Мелек! Помоги мне. Помоги мне! Мелек. Мелек! Помоги мне. Помоги мне! Режиссер Эрхан Байтимур. Над фильмом работали: перевод с турецкого Эдгар Гиреев, Арсен Алибеков, озвучка Гияз Караев, монтаж Магомед Магомедов.
Фильм переведен и озвучен на студии АТВ в 2015. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик.